В начале заседания парламентских комитетов министр внутренних дел Роберт Киут рассказал о ходе расследования преступления, имевшего место 11 ноября в Сухуме. На данный момент правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные мероприятия. Отрабатываются все маршруты вероятного отхода. Занимаются сотрудники установлением личности, характерных признаков личности, сбором свидетельской базы. И скажу так, что на месте происшествия, уже на пути отхода, была обнаружена снайперская винтовка, предположительной модели Драгунова, и, соответственно, из которой было произведено, как мы видим, 4 выстрела. Также были дополнительно обнаружены предметы, которые подлежат исследованию. В настоящее время проводится весь комплекс оперативных мероприятий. И отрабатывается ряд версий, которые, я думаю, что могут привести к определенному результату. Очень надеемся на это, что... Можно? То есть стрелял один человек, да? Да, стрелял 4 выстрела, 5 раненых. По крайней мере, мы видим, с учетом баллистики, с учетом тех пуль, которые были обнаружены по траектории полета, все, стрелял один человек. Один человек. Предметы преступления там, он просто... Да, он на выходе сзади этого строения в лесной чаще по пути следования была обнаружена винтовка. А что было? СВД? СВД, да, самое штатное СВД. В ходе его обследования, я говорю, была магазин СВД, входит 4 патрона. То есть с заброшенного дома осуществлялась? С заброшенного дома вела стрельба? Да, с заброшенного дома фактически в упор. Затем депутаты обсудили ситуацию с деятельностью в Абхазии зарубежных политтехнологов. Мне позвонили на телефон, сказали, что обнаружен штаб некий, который за ночь до этого, ночью, значит, за день до этого, каким-то уговором или каким, я не знаю, как это вообще происходило, молодых граждан Абхазии, несовершеннолетних, 14-15-летних детей были задержаны за тем делом, что они срывали агитационные плакаты, значит, с столбов, неважно, где это было поклеено. И в разговоре с этими детьми дети, значит, сказали, что вот нам вот некие, значит, граждане России с нами разговаривали, нас они наняли, они нам обещали денег. В процессе, где эти люди, они сказали, вот в таком-то месте, там у них штаб, мы завтра утром идем за деньгами. Естественно, это все проследили, это было обговорено, там были родственники после всего этого, этих детей были приглашены на все это. Я так понял, что они с родственниками пришли туда, там какой-то у них разговор был, видимо, уже встреча некая произошла. Естественно, я не скрываю, я Ишсо Иванович Какали, которого, кстати, все хорошо знаете, бывший зам генерального, значит, прокуратуры, зам генерального прокурора Абхазии, и в свое время еще работал в Совбезе Абхазии, все его хорошо знают. Мы, естественно, туда пришли, там уже много было людей. Конечно, я не скрываю, что я общался. И еще раз говорю, но какое было мне удивление, когда я зашел в это здание, опять обнаружился этот бородатый человек, которого я неделю, 10 дней до этого увидел. Вопрос, кто вы, что вы. Один говорит, я просто курю. Тот повзрослее, что сидел, он вообще сказал, что он, в смысле, отдыхающий, случайно зашел туда. Но вот этот уже известный человек Рева, который в своем когда рассказе начал говорить, что вот он редактор газеты некой, и обратился что к тому человеку, который только что минут за 5-10 говорил, что он вообще отдыхающий, он просто случайно зашел, сказал, что этот человек тоже со мной работает. То есть он начал выдавать все. Этот бородатый, который говорил, что он вообще никогда не был ни в каком ЦИКе, слава богу, есть глава администрации, есть ЦИК, в котором он был, там люди есть, это если желание есть, перепроверить эту информацию, надеюсь, все это можно проверить. Но я как государственный человек, как представляющий власть Абхазии, хотят, не хотят, это власть наша общая, это наша общая страна, и кто как выглядит, это бьет по имиджу Абхазии, поэтому мы все должны стараться быть, в всяком случае, придерживаться неких правил и законов Республики Абхазия.
Я, естественно, позвонил сперва в УВД, ребята приехали с УВД, потом я понял, что это, наверное, не совсем УВДшный вопрос. Мы попросили приехать, не я лично звонил, попросили мы ребят с УВД набрать в СГБ, чтобы СГБ приехал. Правда, ребята сразу сработали, ребята пришли. Мы им их и, как говорится, их вручили нашим, значит, службистам, нашим ребятам. Единственное, мы сразу предупредили, все гаджеты, что мы возьмем, нам нужно кое-что просмотреть в целости, сохранности, не удаляя никаких информационных, значит, вещей. Мы это все передадим. Там, буквально через некоторое время мы все, значит, вот эти вот гаджеты, телефоны, мы все в СГБ отдали. Вот мне отвечает начальник сценария миграционной службы. Да. Он говорит следующее. На ваш депутатский вопрос такого-то, такого-то относительно предоставления информации о наличии либо отсутствии разрешительных документов у следующих граждан такие-то, 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 информирую о том, что данные иностранные граждане ГМС Республики Абхазия за получением разрешительных документов не обращались. На работу? Да, на работу. Имеется в виду, люди говорят, что они главные редактора абхазской газеты. Служба госбезопасности республики вместе с другими правоохранительными органами приступила к проверке по факту инцидента, произошедшего на улице Абазинская в Сухуме. Изучаются все обстоятельства дела. В службу госбезопасности, как я говорю, никто с заявлением в бумажном виде не обращался. Да, были заявления со СМИ, которые мы видели, то, что обращения были в службы. Мы занимаемся данным фактом, проверкой данного факта. Эти люди не были задержаны, эти люди были доставлены в службу госбезопасности. После инцидента, имевшего место, гаджеты мы получили через несколько часов, правильно сказал здесь Кан Валерьевич. И данные гаджеты были обследованы службой госбезопасности, но в чем причина, объясняю. В том, что если данные гаджеты при задержании службы госбезопасности были бы изъяты законным путем, они имели бы другое основание. Данные гаджеты побывали в других руках, они были использованы. Мы для себя информацию сняли, естественно, что будем дорабатывать оперативным путем. Но еще раз хочу сказать, вот здесь некоторые СМИ опубликовали, что данные граждане были выдворены с территории Республики Абхазия. Это не так. Чтобы выдворить не гражданина Республики Абхазия, на то принимается решение судом, не служба госбезопасности. Я попрошу, давайте писать правдивую информацию. С данными гражданами была проведена беседа, работа продолжается. На данный момент они находятся не на территории Республики Абхазия, но для того, чтобы нам работать, это нам не мешает осуществлять свою оперативную деятельность. Если бы, еще раз говорю, что граждане Республики Абхазия, которые принимали участие в данном инциденте, конфликте, как хотите его назовите, сразу бы обратились бы в органы правопорядка, и мы бы не отреагировали бы на это, я бы понял. Но произошел инцидент, произошла драка. Что там произошло, кто дрался, пока не установлено. Данные граждане Российской Федерации утверждают, что у них было похищено свыше 1 миллиона рублей. Это то, что у нас записано. То есть похищены были личные какие-то предметы, это телефоны, ноутбуки и все остальное. Я еще раз говорю, что если наши граждане видят правонарушение, то можно же было обратиться в службу госбезопасности, в Генеральную прокуратуру, в милицию. И я уверяю, что мы отреагировали бы незамедлительно. И у нас бы по-другому бы и обстоятельства дела расследовалось бы, и все было бы по-другому. И все бы выглядело совершенно по-другому. Что я хочу сказать. Данные граждане заявляют о том, что им нанесли побои, увечья. Сейчас за их вину мы разбираемся, мы доложим, естественно, по окончанию данной проверки мы доложим, что там произошло и чем они на территории Республики Абхазия занимались и какую правовую оценку дадут правоохранительные органы. У нас есть уже поручение от прокуратуры города Сухум, какие мы действия должны произвести касательно граждан Российской Федерации. Но касательно граждан Республики Абхазия нужно было, еще раз говорю, обратиться к нам. И мы бы отреагировали бы на это, и все это имело бы совершенно другой вид и другую атмосферу, как говорится. Сейчас, в данный момент, мы имеем заявление о том, что у людей похищены деньги и ряд гаджетов их.
И плюс у них избиение, где сняты побои. В настоящий момент, вот уже прошло 5-6 дней, выполнен большой объем работы. Мы уже опросили много людей. Их имена озвучивать не можем в интересах работы, но со временем, если такая необходимость возникнет, мы можем такую информацию дозированно дать парламенту. Мы можем потом в закрытом виде это Да, сделать. обсудить мы можем. Есть какие-то вещи, которые мы можем обсуждать. Есть какие-то вещи, которые нам закон не позволяет сделать. Давайте Что касается... Давайте позовем. Я с удовольствием. Надо быть открытым. А чего мы скрывать будем? Совбезы мы проводим обычно в закрытом виде. Хорошо. Что касается самой ситуации, вот, на сегодняшний день, с учетом того, что пока всего несколько дней прошло, мы уже приблизительную картину видим и понимаем для себя, что произошло. Вот, были переданы гаджеты, вещественные доказательства, наверное, как многие думают, службе госбезопасности, которые впоследствии должны были быть пересланы в прокуратуру. Абсолютно верно говорит Дмитрий Сергеевич, что была информация, что эти носители находились у посторонних лиц. Я вам просто сейчас поясню, с точки зрения действующего законодательства, любой предмет, который может оказаться у третьих лиц впоследствии в качестве носителя информации и вещественного доказательства в рамках предварительного следствия и судебного разбирательства использоваться не может. Это, чтобы вы понимали, это не односторонняя наша позиция, это законодательство требует именно такой процедуры. Поэтому на тот момент, когда передавались, я не знаю, вот если у меня сегодня такая информация есть, что несколько часов у кого-то они находились в руках, но даже если мы захотим, мы этого сделать не можем. Приобщить их к сегодняшним материалам и, возможно, в перспективе, если это будет какое-то уголовное дело, ссылаться на них мы не можем. У нас сегодня есть показания ряда свидетелей, у нас есть сегодня заявление от этих 3 граждан, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и, соответственно, вот эти предметы, о которых здесь идет речь. Но я хочу вам сказать, уважаемые депутаты, что мы односторонне эту проверку рассматривать не собираемся, только с учетом их заявления, то, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что оппозиционные силы пока еще нам с заявлением официально не обратились, и никакие материалы в прокуратуре не были переданы. Были публикации, где некоторые представители оппозиции говорили, что они обратятся в прокуратуру. Мы ждем этого обращения. На сегодняшний день предварительно что мы усматриваем? Мы усматриваем, во-первых, мы рассматриваем законность участия этих граждан в выборном процессе, насколько это было законно. Мы именно так на это смотрим. Законность вообще их работы. Есть государственная миграционная служба, которая проводит эту политику. И мы уже к ним обратились, но пока официального ответа не имеем. Но я, как прокурор, могу вам сказать, что любой иностранный гражданин, который прибывает в Республику Абхазия, должен получить разрешение для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности. Насколько мне известно, у них этого не было. Тот же работодатель, который принимает таких граждан к себе на работу, должен иметь патент. Сегодня у нас такой информации нету, чтобы был патент. На мой взгляд, с учетом тех материалов, которые добыты на сегодняшний день, я могу сказать, что усматривается административное правонарушение. СГБ призывает граждан и средства массовой информации воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенных фактов. Гугут Савардани, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.